Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. У нас сегодня в гостях дирижер филармонии Якутии Максим Наговицын. Максим, приветствую. Здравствуйте. Спасибо, что принял наше приглашение прийти к нам на передачу, которую мы называем «Кулинарное ток-шоу». То есть кулинарно, надо что-то приготовить и поговорить. Да, с чем ты к нам сегодня пришел, что будешь готовить? Так, здравствуйте. Во-первых, спасибо, что пригласили. Мне очень приятно, что дали возможность приготовить блюдо, которое я очень люблю. Так. Это блюдо итальянской кухни, паста болоньезе. Одно из тех блюд, которые я очень люблю, оно быстро готовится. И плюс моя супруга очень любит. Да. И дома готовишь? Да, конечно. Красавчик, это большой респект, да. Потому что, редко бывает так, что, люди любят готовить. Творческие люди, я так думаю, любят все готовить, тем более и экспериментировать, еще новые рецепты и все прочее, да. Вообще, ты любишь это, получается, готовить? Да, я люблю готовить. И много раз уже делал, то есть у нас должно получиться, вообще вот так, перфекто. Но я надеюсь, что получится. Да. Потому что в первый раз я вообще не при жене готовлю. Тренировался? Один раз было. Вот, поэтому, надеюсь, что все получится, потому что, в принципе, рецепт, он несложный, любой может его приготовить спокойно. Испортить, как говорится, сложно. Да, испортить сложно. Готовишь ли ты, как итальянцы, пасту аль денте? Стараюсь. Стараюсь. Да, потому что они обычно же очень щепетильны. Я был в Италии 6 раз, да, и они, чтобы именно на зубах аль денте, для них это принципиально. То есть они строго следят время, закладывают таймер и вытаскивают, чтобы приготовилось вот так. Не знаю, они объясняют это не только тем, что вот так должно быть, а это типа полезно. То есть усваивается лучше. Это не суть, маленький экскурс. Я так, как пойдет. Как пойдет, обычно как Хорошо, пойдет. У нас уже... Телезрителям рассказываю, у нас уже вода закипает. А еще для телезрителей и для тебя, Максим, у нас есть информация, у меня есть информация. У нас раньше был соведущим моим Семен Тарбахов. Привет Семену. Он сейчас у нас выступает в качестве эксперта. Он за камерами очень внимательно за всем следит. Вот он стоит и может даже ворваться. Когда что-то пойдет не так. Да, и сказать, это вообще не так готовят. Или в конце, конечно, да, когда мы будем уже сервировать и пробовать, он даст свою экспертную оценку твоим действиям. Так что он будет осторожен. Мне стало волнительнее, еще больше волнования. Да. Тем не менее, давай начинать. Наверное, с фарша. Да, да, конечно, с фарша. Максим, у меня вопрос такой. У тебя очень интересная и довольно редкая работа. Я не знаю, что дирижеров, как условно телеведущих или сантехников, их не так много, согласись. Да, согласись, это очень редкая работа, даже взять, если в целом по стране, сколько, наверное, режиссеров, может быть, 1000 человек, может быть, 10 тысяч, да? Это немного в процентном соотношении. И поэтому, что побудило тебя стать вообще? Расскажи, пожалуйста, про свою историю. Вообще, в дирижерскую профессию приходят двумя путями. То есть, это либо... Ты опять чуть было не пустил, я так часто делаю. Двумя путями, это получается, когда дирижер прирожденный дирижер, да, он уже с самого детства или с подросткового возраста уже прекрасно понимает, что он будет дирижером. Это приходит потихоньку. С получением какого-то начального музыкального образования. То есть, или это обычно бывает, когда вот этот ребенок или подросток из семьи музыкантов. То есть он рос в такой среде, всегда звучала классическая музыка. Он прекрасно знает, что такое классическая музыка, прекрасно знает ее все аспекты. Я потом сюда нужно будет. Все, тогда мы не убираем. Это я хотел тебе помочь. Лопаточка вот есть. Вот это, да? Нет, вот деревянная есть. Да, деревянный может быть. Так что это первый путь. То есть, когда человек уже сам определяет свой путь, он знает.
Второй путь, он более распространенный, это когда музыкант получает первое высшее образование в какой-либо, на каком-либо инструменте. То есть, Как виолончель в твоем случае? Да, как виолончель в моем да. случае. То есть уже в процессе обучения на инструменте, знакомства с, ну, грубо говоря, с музыкой, в таком более широком, да, понимании. Да, аспекте. Ага. Да, он, например, музыкант приходит к тому, что он, например, хочет большего чего-то. Да? Ну, то есть хочет Ну, то есть это должен быть, тогда получается еще и человек с амбициями. Да, Да. абсолютно. Ну, то есть он, многие же, и это совершенно нормально, они всю жизнь работают в оркестре, исполняют, ну, первую партию, допустим, скрипки, виолончели, на фортепиано, а кто-то говорит, нет, мне этого мало, я хочу быть еще и, возможно, режиссером. Так Да, может быть. да, Это да, второй, да. это второй путь. Это второй путь, да. То есть он Так. более распространен, потому что в эту профессию как бы приходят осознанно. Вот. Например, приведу пример дирижеров, которые вот прирожденные дирижеры. То есть это вот самый такой известный пример, можно сказать, это Евгений Светланов, да, который Да, был конечно. дирижером, главным дирижером государственного оркестра. Вот он из музыкальной семьи, вот, и вот в советское время вот они там жили, когда он решил, что он вот будет дирижером. И никем не больше. И он сам в интервью одном рассказывал, что они жили в общежитии тогда, музыканты. И его родители тоже были в оркестре, они играли. И вот, и он, значит, решил вот в подростковом возрасте стать дирижером. И один из жителей, который тоже был из оркестра, он сказал: Женя, запомни, дирижер – это классовый враг оркестрантов. Даже так. То есть готовься. Да, готовься. Ты переступаешь чуть ли не на другую сторону баррикад. Да. Можно я сполосну, да? Да, конечно. Вот, так что, да, вот, и получается, пропитанные уже с детства самого музыкой, они, конечно же, уже могут точно знать, что им нужно. А вот, например, ну, в моем случае, например, ну и это у многих так, в семье может быть ни одного музыканта. Ну, даже поколение. А кто твои родители? Да, расскажи немного. Ага. Моя мама вообще, она по профессии педагог русского и литературы, русского языка и литературы. Но сейчас она не работает, ну, по профессии. А папа у меня работал в пенсионном фонде. Ну, то есть тоже, скажем так, люди далекие от музыки. Вообще совершенно. Да, а когда ты заканчивал школу, ну, наверное же спрашивали, шли разговоры в семье, куда ты будешь поступать, что будешь делать, или пойдешь в армию, или что, не знаю. Нет, да. тут получилось немножко так, можно сказать, воля судьбы произошла. Перст судьбы. Я грянул гром. Когда был в детском саду, я жил, мы с родителями жили в Вилюйске. Вот, и в Вилюйск приехала комиссия из Якутска. Высшая школа музыки, которая в Якутске, значит, она проводит такие предварительные отборочные туры поступлению, можно сказать. Профориентационные мероприятия. Да. То есть они посылают педагогов в различные уголки республики, где они смотрят на детей и дают рекомендации, поступать, не поступать в школу. Ну, ты ходил в музыкальную школу или как? Нет? Я вообще не ходил в музыкальную школу. Да, я же еще в детском саду даже был. Даже так? Да, то есть я был совсем маленький, и приехала комиссия, вот, и так как я был очень активным, вроде как, если... Да, родители так говорят? Да. Да, ты скорее, наверное, не помнишь. Да. Вот, очень активным, то меня порекомендовали прослушаться. Вот, я туда пришел, и человек, который меня прослушивал, он моей маме порекомендовал поступать в высшую школу музыки. Сказал: приезжайте. Мальчик музыкальный? Да, то есть, то есть данные какие-то есть. тесты проводили? Да, там обычно слуховые какие-то тесты, то есть, ну, там
нажимают ноту какую-нибудь. Ага, это повтори. Да. Можешь ли ты повторить на слух? То есть, чтобы тот случай, как понять, что медведь на ухо наступил. Да, типа такого. Отсеять тех. Да. Ну, безнадежно. Вот. Вот. И, значит, мама моя, конечно, не хотела меня отпускать, потому что, сами понимаете, наверное, ребенка, там, не знаю, 6 лет, да, в 5 лет, куда-то отправить совершенно в другой город, в Якутск, чтобы он там полгода жил. Без родителей. Без родителей, да. Да. Поэтому учеба учебой, а быт и все такое. Да, поэтому она долго думала, стоит, не стоит. В итоге, видимо, решилась. Раз уж тебя отправили. Да. В итоге я поступил в высшую школу музыки в 2001 году, в возрасте 7 лет. И уже... Да, и все. И вот я там проучился 11-летку, получается, как виолончелист. Поступил. То есть это высшая школа музыки, это как обычная школа, но с углубленным изучением, у нас называлось этот предмет пения. Да. Что-то раз в неделю. Да. Там выходили все перед классом, и в лесу родилась елочка. У нас получается, когда ребенок поступает в школу, ему выбирают специализацию, то есть с кем ты будешь, на каком инструменте ты будешь играть. То есть это либо фортепиано, скрипка, виолончель, духовые инструменты, ударные, арфа тоже, да. То есть комиссия, можно сказать, определяет, куда ты пойдешь. Вот. И, конечно же, может быть, ты сам хочешь, там, рвешься там на каком-нибудь инструменте. Труба, может, тебе интересно. Да. Вот. И пройдя вот этот вот отборочный тур, отборочный тур, ты как бы поступаешь, вот, и тебе, значит, все, ты поступаешь к определенному педагогу. Который ведет тебя. Да, на протяжении всей учебы. То есть я вот поступил в класс виолончели к профессору Ольге Григорьевне Кошелевой. Вот. Я поступил к ней, получается. Меня даже понизили. То есть я же должен был быть первым классом, а я поступил в нулевой. Такой есть. Подготовительный класс, получается. И, и до 11 класса я проучился. То есть другие предметы там тоже преподают? Да, там все преподают. То есть писать, читать ты тоже умеешь? К счастью, да. Хорошо. Физику, географию все тоже? Да. Все предметы там преподаются. Столица Италии, да, шутка. Вот, и там, конечно, для детей, конечно, там очень обширная программа образовательная. То есть, получается, например, утром у тебя музыкальные уроки до часу, например, потом обед с часу до 2, с 2 до 5 общеобразовательные уроки. Там с 5 до 6 может быть оркестр или еще что-нибудь, потом ужин, а потом ты еще должен самоподготовкой заниматься, то есть на виолончели заниматься, например. И в 9 часов отбой. Все. Вот такая вот жизнь. Да. И как возникало у тебя желание сбежать? Возникало. Либо по маме, папе, конечно маленький 7-летний ребенок. Если бы меня отлучили от родителей, я, наверное, с ума сошел бы. Такой момент, когда я осознанно решил, что я стану музыкантом, это было, причем совсем там тоже в 4-м, что ли, классе. То есть, так, что это? Потому что до этого мне казалось, что меня заставляют там учиться. То есть это как будто послушный ребенок, ты не можешь сказать? Да. Вот, но когда я приехал на летние каникулы домой, вот, конечно же, мама требовала, чтобы я занимался на инструменте. То есть это требование, конечно, ты должен заниматься, да? Либо ты за все лето просто забудешь, как... Чуть ли не так, да. Где руки? Мышечная память. Да, и, конечно же, она меня требовала, чтобы я занимался на инструменте. Я очень не хотел. 4 класс, да? Хочу играть на улице. Футбол хочу, какой инструмент, да. Бегать там. Пацанами, да. По траве бегать там, еще что-нибудь. Вот. И в какой-то момент маме надоело меня постоянно заставлять. И она, я помню, четко помню, она мне говорит: все, давай ты оставишь
музыку. Да. И будешь жить с нами. Я тебя больше не буду заставлять заниматься. Ну, больше тракторист. Да. Вот. И давай. Или будешь там... Давай, все. В сентябре никуда не едешь, все, остаешься здесь. Да. И ничего страшного не произойдет, самое главное. Да. Какая хитрая и мудрая мама. Я в какой-то момент такой оказался, в таком возрасте, да, что от меня теперь зависит что-то, да? Да, но твоя жизнь. Да, и получается... Хотя это, наверное, неосознанно было, что я там через сколько-то лет буду, это... Да. Кем же я буду? Типа так, да, ну вот. Я так долго поразмышлял, значит, я думал, что действительно, какие плюсы, да? Не надо будет вечерами заниматься, да, там, какие там вообще что. Но я вот в каком-то вот таком возрасте уже понял, что музыка стала действительно такой частью моей жизни, что... Многое занимает уже. Да. И кажется, как ты уже даже не привычка, а может даже любишь. Да. То есть я как-то так подумал, что я без этого не смогу уже. В таком возрасте, представляете? И в итоге я сел заниматься. Круто. Да. Не, ну действительно, очень важно, я всегда это говорю, ну, не только по поводу выбора жизненных путей, а вообще, что очень важно, когда есть выбор. Да. Когда ты загнан в угол, и тебе говорят, вот у тебя выбора нету, вот одно и больше ничего. Это очень всегда плохо. А когда есть выбор, когда ты сам выбрал и свой путь выбрал, то это класс. Да, это точно. Да. Закончил высшую школу музыки. Да. Наверняка с отличием. И нам сковорода нужна? Да, нужна. Сейчас будет. я буду лук и чеснок жарить еще. Сразу на ней же. Да. Значит, я закончил высшую школу музыки в 2012 году. И где-то в классе 9-10 я принял решение, что я хочу поступать в центральный вуз. То есть либо в консерваторию московскую, либо в академию имени Гнесиных. Ну, это такие... Да, то есть это такие очень... Best of the best, лучшие. Да, в музыкальном мире это считаются лучшие, топовыми учебными заведениями. Вот. И мой педагог Ольга Григорьевна поддержала эту идею. Вот, и мы стали готовиться. То есть, получается, с 9 где-то класса уже стали готовиться к поступлению. Вот в 12 я закончил. То есть вы знали, какие будут испытания, какие экзамены? Но там, по сути, испытания не меняются, наверное, с веками. С веками, да. Потому что есть обязательный экзамен, это специальность, конечно же. Специалитет, да. Играешь на приехать, показать, что ты умеешь. Потом уже идут теоретические дисциплины, это получается там сольфеджио, гармония, коллоквиум. Коллоквиум это на вообще эрудированность, такое тоже надо знать? Конечно. Как зовут Чайковского, типа, да? На кругозор. Кругозор, да, музыкальный скорее. Да. То есть по области своей, да? Да. И, теоретически русские литература еще. Традиционные. Историю тоже нужно знать обязательно, конечно. Так. Вот. И я скажу, что дирижирование это, по сути, можно сказать тоже. Это же работа с людьми. Музыканты это в первую очередь люди. Поэтому именно диалог между тобой и музыкантами, артистами оркестра, это мне тоже очень нравится. А как ты пришел все-таки к дирижерству? У тебя второй путь, да? Это второе высшее, да, получается. Да, второе высшее. То есть нужно этому после окончания консерватории еще учиться, получается так? Да, конечно, абсолютно. Абсолютно верно. Я, получается, еще когда учился в консерватории, у меня была такая голубая мечта, значит, когда-нибудь стать, может быть, дирижером. Но это такая одна из таких шальных мыслей, так сказать, любого музыканта. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Да. Суворов так говорил. Вот. Но во время консерватории я все-таки не решился подирижировать, пойти по этому пути. Поэтому я как-то так завершил спокойненько. Потом я остался дальше в Москве, устроился на работу в театр Станиславского, к Феликсу Павловичу Коробову. То есть ты выступал в оркестре? Да, я как артист оркестра. И в это время, когда я закончил консерваторию, вот эти мысли о том, что я хочу дирижировать, они стали
во мне приобретать какую-то форму реалистичную. То есть я уже действительно начал задумываться, а не стоит ли действительно попробовать? Что я с этого теряю, подумал. И в итоге, когда я начал какие-то первые шаги делать в этом направлении. Так, ложечка здесь, да, есть? Да, ложки там есть. Что ты делаешь, расскажи мне. Мы, в общем, пожарили мясо, пожарили лук, чеснок. Чеснок. Да. Мясо добавили. Мясо добавили. Я потом, обычно для вкуса более насыщенного томатного, я добавляю одну ложечку томатной пасты. Так. Она просто придает такой вот более насыщенный вкус. Вот, ее нужно будет просто вот разогреть на сковородочке, чтобы пропал вот этот металлический привкус томатной пасты. И после этого я добавляю томаты резаные. Томаты уже готовы. Да. Вот. И по сути соус практически готов. Да. Ничего сложного. Вот. Мясо очень хорошо, если его действительно поджарить до такой румяной корочки. Оно дает тогда очень хороший сок, и соус становится максимально насыщенным, мясным, с мясным привкусом. Вот. Все, паста у нас. Все разогрелось, теперь можно кидать. Так, по-моему, чуть-чуть огонь можно сделать. И сейчас томаты. Температура снизится, как Томату. Я так полагаю, можно и свежие. Я так полагаю, можно и свежие, да? Можно и свежие, да, можно и свежие. Но вот мне очень нравится вот эта вот компания. Не реклама. Конечно. Вот эта компания, у них очень такие хорошая продукция для именно вот готовки такой. Твое любимое блюдо? Да. Вот и начинаешь просто их смешивать. И мы пасту уже заложим в конце, да, или? Да, я думаю, что можно будет. Сейчас я чуть-чуть это все поджарю. И немножко воды можно будет добавить. И уже добавлять соль, специи. В самом конце? В самом конце, да. Какие специи добавляешь-то? Ну, обязательно базилик. Базилик. Но у нас в Якутске очень сложно найти свежий базилик. Да. Поэтому подойдет, в принципе, и сушеный. А что делать? Да, поэтому... Вот. Уже что-то похожее, Да, да? уже что-то похожее, уже гораздо очень сильно похоже. Уже такие запахи пошли. И вид уже у нас такой классный и красивый приобретает. Так, можно подлить чуть-чуть водички. Да, вот. Вот это, да? Да. Можно добавить сейчас. Ага, на 9 и водичкой. И чуть-чуть потушить, да? Да. Дождемся. И он уже будет сейчас готовиться. Сейчас я соль подсолю. На глаз. На глаз, Ну, все видно, на глаз. видно набитая рука. Так, И перчика. И базилик сейчас. Базилик. Ну, в общем, если продолжать про как я пришел к дирижированию, Да. вот я когда начал делать какие-то шаги, то есть я пошел в консерваторию, записался на урок к педагогу, который ведет дирижирование. Вот. Ну, конечно же, это был такой для меня провальный урок, потому что, ну, конечно, я человек, который совершенно не знает, как вообще дирижировать, пришел на урок с очень сложным произведением, с поэмой «Экстаза» Скрябина, музыканты поймут. Вот. И педагог так удивился: ты что, принес поэму «Экстаза»? Говорит, ну давай, попробуем. Я, значит, показал, конечно, это никуда не годилось. Он сказал, ну, выберите что-нибудь попроще, да, например, там, для начала можно даже взять сонату. Там просто урок как проходит. Ты приходишь, сидят два пианиста. Так. Два пианиста, два рояля. Вот пианисты за роялем.
И они играют по твоей руке, получается. Твоя задача, чтобы они синхронно играли. Вот. То есть они смотрят, что ты им показываешь, и они Да. нажимают на клавишу, когда Да. ты вот. Да. Если ты неправильно показываешь, они играют не вместе. Да, ну Это да. плохо. Асинхрон. Да, асинхронно. Минимум. получается. И когда ой, тут что-то упало. Вот когда я начал делать какие-то вот шаги, ну, кстати, после первого урока у меня какое-то желание отпало сначала, потому что мне было так стыдно. И... Что ты не справился, казалось бы. Да. Мне было так стыдно, и я думал, что все, это не мое, видимо. Но все равно, конечно же, эта мысль всегда... Я вошел не в ту дверь. Вот, все равно эта мысль всегда теплится. И тут, значит, происходят такие события. Я встречаю своего старого друга, это дирижер, ассистент профессора Владимира Александровича Понькина, это народный артист Российской Федерации, очень известный дирижер. Вот. И мы как-то с ним разговорились, и он говорит... я точнее спрашиваю, а что если я вот попробую поступить на дирижера? И он говорит, если хочешь, давай. Попробуй. Попытка не пытка. Да, попытка не пытка, попробуй. Я такой думаю, отлично, прекрасно. И потом второй момент, судьбоносный тоже. Мне звонит мой педагог, у которой я в школе учился, это Ольга Григорьевна. И она говорит, мы по телефону созвонились, начали разговаривать. И она говорит, а ты не хочешь себя попробовать в дирижерской профессии? Сама? Да. Вообще, то есть, как будто бы с неба просто взяла такую мысль. Вот. Я говорю, вы не поверите, у меня вот эта мысль уже очень давно витает в голове. И Ольга Григорьевна, можно сказать, поспособствовала тому, чтобы... я пошел на второе высшее. В том плане, что она стала собирать документы. Точнее, она меня, можно сказать, курировала. Да? Она вот еще один есть педагог, Саргалана Миткинова, есть такая скрипачка, педагог в ДШИ-1. Вот она тоже, они занимались моими документами. Потому что второе высшее же, оно платное. Так. Вот. А сумму, конечно же, не потянуть. Поэтому в республике есть целевые места. Так, оно работает, да? Да, оно работает. Все хорошо, отлично. Она работает на максимуме. Вот. И все, и как-то так пошло. Само собой, как будто. Да. Как-то все так сложилось удачно очень. Поэтому я очень благодарен вот Ольге Григорьевне, Саргалане за то, что они мне вот как-то помогли вот. Подтолкнули, да? Да. Именно. Вот. И получается, по прошествии 2 лет я учился в магистратуре, закончил в 2021 году и переехал в Якутск. Уже готовым дирижером. Да, в качестве готовым дирижером. Ну, то есть обучение за счет республики дает тебе возможность уже трудоустроиться без проблем. Вот, и получается, в 21-м я переехал и устроился в филармонию, Государственную филармонию Якутии. Филармонию. Итак, на дирижера специально учатся. Соответственно, музыканты тоже учатся, чтобы взаимодействовать неким образом с дирижером. То есть их тоже учат. Конечно. Ага. Да, то есть, в консерватории есть, с первого курса есть оркестр, куда тебе обязательно нужно ходить. И там уже ты на учебе? Да, на учебе. Ну, то есть ты непосредственно с ними проходишь обучение? С дирижером, да. Дирижером? Да. Ты в оркестре сидишь, как инструменталист. Ага. Вот. И все. Ты не дирижируешь. Нет, а как происходит обучение на дирижера? Вот мне, допустим, это очень интересно. Обучение на дирижера, Ну, то есть показывает базовые движения. Я предполагаю, что дирижер – это тот человек, который как будто стоит все время вот так делает. Не, на самом деле… сейчас я быстренько сполоснешь. Ага. Давай. На самом деле
Это не просто вот движение, да? Да, это Они мне имеют- это кажется. Ага, а это они имеют четкую систему. Систему, да. Получается, когда я поступил, ну, на своем опыте, если приводить пример собственный опыт, то я когда поступил, я первые 2 месяца занимался упражнениями. Вот. Упражнениями в том плане, что есть много разных упражнений, которые дает профессор, да? Там на разработку каких-то определенных мышц, которые задействованы при дирижировании. Даже такое. Ну, физическое упражнение элементарно. Отжимание. Да. Не отжимание. Это, например, резкое напряжение всех мышц. Например, вот ты стоишь Да. и вот должен сделать. Так. Потом расслабляешь, например, кисти, но здесь все должно быть напряжено. Вот это напряжено, вот это. И постепенно ты расслабляешься. Но эти упражнения, они нужны для того, чтобы ты четко понимал, где есть какие-то какие мышцы задействованы при определенных каких-то напряжениях. Ну, потому что, как ты сказал, каждое движение, оно что-то да и означает. Да, Не конечно. бывает бессмысленных Не. вообще Абсолютно ни одной. Абсолютно не должно быть. Оно может быть, но это не должно быть. Может быть, какое-то ключевое, оно может быть, но оно не должно быть. Ну, так то не есть должно быть. каждое движение, каждый музыкант смотрит и Да, предназначается ли каждое движение, ну, допустим, виолончелист, скрипач, трубач, ему что-то. да, конечно. Тоже, это Вот, тоже. смотрите, у дирижирования есть 2 направления, как 2 полушария. То есть рациональное это вот правая рука, например. Так. Правая рука это сетка. Например, есть такт, да, 1 такт. В нем, например, 4 доли. Раз, Так. 2, 3, 4. Ага. И потом следующий такт. Раз, два, три, раз, два, три. Типа вот это. Это да? вальс. Раз, два, три, раз, два. И вальсовая, Так, да? Вальсовый размер. Вот, ну, на примере 4 четвертей. Вот. Рациональная часть, она показывает раз, два, 3, 4. И начало такта всегда происходит сверху. То есть как знак, что вот так закончился. Типа уже мы В начинаем. следующем такте. В следующем такте уже. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Левая рука предназначена для художественных показов. То есть, если нужно сделать громче, нужно тише сделать, акцент показать. Ну, то есть, Типа ты. да, можно показать кому-то, да, вступление. Но вступление нужно обязательно показывать. Все. Все готово. Готов. Мы это... Наша паста готова. Помнишь первый рабочий день свой? Филармонии? Да. Конечно. Так. Конечно. Это незабываемые ощущения. Это Ну, было... Ты пришел, тебе представили, сказали, вот наш новый дирижер. Да. Сегодня концерт. Да, но тут немножко такой момент есть. Я же выпускник высшей школы музыки. Ага. То есть я Как бы свой. свой. Как Да. бы- да. Ну, не И- как бы, ключевой свой. Да, и получается, практически все музыканты, которые в оркестре, это мои друзья, с которыми я рос. Мгм. То есть не понаслышке, а вот... Да, то есть мои, можно сказать, братья по школе, братья и сестры по школе. Так. Поэтому привыкания так какого, можно сказать, не было. То есть Адаптации, да. адаптации, да. То есть все равно все свои сидят, но, конечно, волнительно в плане профессиональном плане. Какой я Да. дирижер? Я же не знаю, какой я дирижер, потому Да. что я же все время занимался с 2 пианистами, по сути. Ну, потом там были, конечно, ближе к концу обучения практики с оркестром, но это был студенческий оркестр, вот, поэтому там, ну, как-то так более лояльно они относятся, потому что, ну, понимают, что студент пришел, да, а тут как бы профессиональный оркестр, Уже. и тебе уже надо, да, что-то уже как-то, Уже посмотреть. показать себя. Да, можно сказать так. Товар лицом, скажем так. Вот, и первое, конечно, мой выход первый был, кстати, очень хорошо получилось. Мне дали первый концерт вот в сентябре, вот я устроился в конце августа, и в сентябре у меня был первый концерт именно со струнным коллективом. То есть это получается где скрипки, альты, виолончели, контрабасы.
только струнники. Вот, и у нас был очень хороший концерт, вот 16 сентября, мой первый выход в филармонии Якутии, да, на сцену. И концерт прошел очень хорошо, и это как-то дало, можно сказать, надежду на то, что как-то можно двигаться дальше. Я все-таки красавчик. Вот. Максим, мы на финишной прямой, и давай, возьми тарелочки, пожалуйста. Хорошо. Ага. Давай, сервировка, и мы зовем нашего эксперта. Я уже предупреждал. Волнительный Да, момент. волнительный момент, мой самый любимый, потому что я наконец-то буду кушать. Собственно, я согласился здесь работать за еду, и, собственно, работаю за еду. Привет, Семен. Здравствуйте. Познакомьтесь, Семен. Максим. Семен. Да. Ну, не как, конечно, в ресторане, но Мне кажется, вполне себе ресторан. Ну, Можно еще вот перечницу. ну я вроде бы И там, горячий пан. я уже добавлял. При горячей пасте не добавляют. А, Чуть дают пикантности. да. так, вилку надо, да? Да, Нам нужно... давайте мы еще подадим быстренько. Вот Ага. сейчас. Да. Попробуем чуть-чуть. Я вот слушал ваши разговоры, спасибо да? Ага. И я вот полностью, в принципе, согласен. Вначале вы говорили то, что вы обычно не добавляется панчетта. панчетта, да. Панчетта, она, получается, вытапливается. И на этом жиру они, получается, обжаривают классики морковь, сельдерей. Которая ни разу не ПП, вроде как. Ну, Вроде как, бы, да. да. И в классическом варианте они еще выпаривают это все с вином, с бульоном. Готовится обычно 2-3 часа. Но это у нас получается, вот, как говорится, наша российская Российская версия, да. Чуть-чуть адаптированная, да? Да. И для справки для телезрителей обычно там идет паста тальятеллы. Жестко. Жестко вкусно, Максим. Ну да, отлично. Да, отлично. Ну, это одно из таких блюд, наверное, которые очень сложно испортить. Ну, да. Сильно постараться надо. Да. Ну что ж. Я как человек, который много раз бывал в Италии, могу сказать практически как итальянское. Очень вкусно. Как говорим, перфекто. Перфекто. Максим, спасибо тебе большое. Поблагодарим еще и Семена. И у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, Максим, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, еда, вкусная еда, это, конечно, всегда украшение нашей жизни, поэтому желаю вам всем вкусно кушать и кушать много. Да, друзья, я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях дирижер филармонии Якутии Максим Наговицын. Максим, тебе еще раз огромное спасибо за очень-очень интересную беседу, за то, что ты открыл завесу тайны в твоей очень непростой и редкой работе, редкой профессии. Пожелаю тебе творческих успехов. Спасибо. А на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и ешьте, как мы здесь часто говорим, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.